іске асыру шеңберінде Нұр-Сұлтан қаласының мәдени және спорттық нысандарын берудің тиімділігі мен орындылығы туралы тақырыбына отырысы өткізіледі. Отырыс бойынша материалдар сіздерге алдын ала жіберілді. Отырыс Zoom сервисінің платформасында өткізіледі. Facebook желісінде тікелей эфир жүргізіледі. Ұялы телефондарыңызды сөндіріп қоюларыңызды сұраймын. Рахмет. Құрметті әріптестер, отырыс жұмысына кіріспес бұрын жұмыс регламенті бойынша келісуіміз қажет. Келесі регламент ұсынылады. Баяндамашыларға 5 минутқа дейін, анықтама үшін 3 минутқа дейін уақыт беру. Бір мәселе бойынша 4 сөз сөйлеуші баяндама жасайтын ескере отырып, баяндамашыларды тыңдап, содан кейін мәселені талқылауға көшу туралы ұсыныс бар. Қарсылықтарыңыз бар ма? Барлығын тыңдап, сосын сұрақ қоюға көшеміз. Төрт сұрақ болғаннан кейін барлығын бірінші тыңдап, әйтпесе созылып кетуі мүмкін, кейбір управленияға сұрақтарыңыз қойылмай қалуға мүмкін. Сондықтан келісесіздер ме? Қабылданды. Күн тәртібін қарастыруға көшеміз. Бірінші баяндама жасау үшін сөз қалалық активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы Ерсін Кенжебайұлы Өтебаевқа беріледі. Саламатсыздар ма? Алтыншаш Жұмашқызы, Ерлан Ермекұлы, құрметті депутаттар. Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы елорданың коммуналдық мүлкін иелену, пайдалану және басқару, сондай-ақ бірыңғай ұйымдастырушы ретінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу саласында басшылықты жүзеге асырады. Басқарма функциясының бірі коммуналдық мүлікті сенімгерлік басқаруға беру болып табылады. Осы күнде барлығы басқармамен 41 сенімгерлік басқару шарттар жасалған. Оның ішінде кейіннен сатып алу құқығымен 4 шарт, сатып алу құқықсыз 12 шарт, жарғылық капиталдың мөлшерін толтырғанға дейін 25 шарт. Қысқаша айтқанда, елорданың коммуналдық меншік объектілерін сенімгерлік басқаруға берудің негізгі оң факторлары бойынша баяндауға рұқсат етіңіздер. Теннис орталығы. Теннис федерациясына сенімгерлік басқаруға 10 жылға берілді. 10 жыл кезеңінде шамамен 3 миллиард теңге, оның ішінде тағы да көзделмеген мөлшерлер назарға алынбаған, шамамен 3 миллиард теңге 10 жылдың ішінде теннис орталығына жұмсауға тура келетін болатын. Алайда сенімгерлікке басқару аясында шарт талабына сәйкес 1,2 миллиардқа қысқарып отыр. Сонымен 1,2 миллиард теңге мөлшерінде сома жатады. Бюджетті үнемдеу 1,8 миллиард теңге болып құрайды. Қалған қаражатты басқарушы өз есебінен табу керек. Өзен және кеме қатынасының мүлкі. Астана Есіл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сенімгерлік басқаруға 7 жылға алынды. 7 жылға берілді. Бұрын бюджеттен ұстауға жыл сайын 170 миллион теңгені құрайтын. Қазіргі таңда ол үнемдеу 7 жылда есептесек 1,2 миллиард теңгені құрайды. Басқарушы бүткіл қаражатты өз есебінен жұмсап және арналған уақытта ол кемелерді жүргізу керек, халыққа сапалы қызмет көрсету керек. Велобайк жобасын іске асырдық. Бұл бойынша бізге коммуналдық мүлімге қабылданған болатын самұрық қазынадан. Енді ол жерде де біз жұмыстар жүргізіп, өзіміздің City Transportation System жауапкершілік шектеулі серіктестігіне бердік. 240
миллион теңге құрап отыр. Енді спорт кешендерімен айта болсақ, ол Барыс арена, Астана арена, Алау. Ол жерде біз 15 жылға сенімгерлік басқаруға беріп отырмыз. Шамамен ол жерде сол уақытта 15 миллиард теңге үнемдейміз деген келісім шарт бар. Қазіргі таңда мәдениет объектілері бар. Тәуелсіздік сарайы, бейбітшілік сарайы, бейбітшілік және келісім сарайы, Астана Бәйтерек, Жастар сарайы объектілерін біздің өзіміздің подведомственный предприятиеміз бар, Астана Venue Management деген, соларға сенімгерлік басқаруға беріп отырмыз. Шамамен ол объектілерге жұмсауға қажет болатын. Жоспар бойынша жылына 3 объектіге 1,2 миллиард қана жұмсайды деген жоспар бар. Сенімгерлік басқаруға берілген жаңа қаланың спорт және мәдени объектілерін басқару бойынша толығырақ ақпаратты Астана Venue Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директоры Мәлік Темірғалиұлы Хасенов баяндап берсе, рұқсат берсеңіздер. Мемлекет басшысы 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында мемлекет шаруашылықты тәуір жүргізе алмайды деп атап өткен. Аталған тапсырманы іске асыру мақсатында қазіргі уақытта басқарма 2 объектіні сенімгерлікке басқаруға жоспарлап отыр. Ол мына мысықтар мен иттерді ұстауға арналған питомник, және қазір 77-ші мектептің алаңында спорт алаңын салуға деген жаңағы объект бар. Сол жоспар қазір асырылуда. Тағы да басқа біз сіздермен ақылдаса отырып, болашақта басқа объектілерді сенімгерлікке басқаруға беру мәселесін қарастырсақ деген жоспарымыз бар. Ол мысалы мына қазір спорт пен мәдениет қана болса, жаңағы транспорт бойынша жобалар іске асып жатыр. Ендігі мәселе енді ол қазір тек қана жоспар, ой, ол қазір дәл солай болу керек деген ешқандай не жоқ. Бірақ қалалық саябақтар бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Оны да арнайы талап қойып, бәлкім ол жерде кейбір қаражатты қысқартып, оны жаңағы басқарушының талабына қойсақ, әлбетте біздің қалалық бақтарды ол жерде көп қаражат керек жұмсауға. Бірақ қажетті қаражатын бәрібір оны жаңағы кәсіпкерлерге беріп, соларға жүктесек деген жоспар бар. Тағы да басқа айтып кететін, мүмкін денсаулық сақтау саласын қарау керек шығар. Ол жерде де мүмкін жаңағы кәсіпкерлер қызықтыру танытып, ол жерде де мүмкін жаңағы беру керек шығар жекешеге. Бұл жерде жекешелендіру деген мақсат жоқ, тек жаңағы басқаруға ғана. Әлбетте мемлекет оның иесі болып қала береді. Мүмкін білім басқармасына қарау керек шығар. Жаңағы мәдени басқарманың, мәдени саласының басқа объектілері. Бұл енді бізде жаңа басқарма айтып отырмыз ғой, арнайы функционалдар істеп отырған көп. Бұл енді бір түрі ғана. Тағы да алдыда басқа саланың бәрін сіздерге баяндап берсек деген мақсат бар. Басқа мүлік бойынша, жаңағы мемлекеттік сатып алу бойынша, одан кейін жаңағы мына квази мемлекеттік секторлардың жұмыс істеуі бойынша, олардың жаңағы үнемделуі бойынша сіздер соған бізге де бір уақыт тауып берсеңіздер, мұны қазір сенімгерлік басқару бойынша қарап отырсақ, болашақта тағы да басқа сфераларды бірге қарасақ. Енді қысқа баяндама осымен аяқталады. Ары қарай енді сұрақ болса, жауап беруге дайын. Назарларыңызға рахмет. Ерсін Кенжебайұлы, рахмет. Отырыңыз. Сөз бірлесе баяндама жасау үшін Астана Venue Management бас директоры Мәлік Темірғалиұлы Хасеновқа беріледі. Армысыздар, құрметті депутаттар.
Астана Веню менеджмент компаниясы Нұрсұлтан қаласының активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы 100% қатысу үлесі бар мемлекеттік мекеме болып табылады. Компания түрлі саладағы муниципалдық нысандарды тиімді басқаруға бағытталған. Компанияның алдына қойылған негізгі міндеті нысандарды тиімді пайдалану және оның негізінде мәдени бұқаралық іс-шараларды өткізу болып табылады. Астана Веню менеджмент компания была создана акиматом для эффективности управления муниципальными объектами акимата города Нур-Султан. Одним из первых объектов на условиях доверительного управления стал объект Борис-Арена. В феврале 2019 года было принято решение о выводе Астана Веню менеджмент из-под СПК, и Астана Веню менеджмент стал подведомственным учреждением акимата управления активов и госзакупок. Акиматом были поставлены следующие задачи: сокращение нагрузки на местный бюджет, оптимизация системы управления штатной численности, коммерциализация объектов и повышение эффективности их деятельности. Выработка практического решения по развитию объектов и бесперебойное функционирование объектов и недопущение социального напряжения. На момент вступления договора доверительного управления в силу от 5 февраля 2019 года предприятие имело бюджетный дефицит на уровне минус 655 миллионов тенге. Расходы на эксплуатацию были запланированы на уровне 3 миллиарда тенге. Расходы на содержание штата на уровне 1 миллиард тенге. Общая штатная численность составила по 3 объектам 354 человека. Перед командой АВМ была поставлена задача оперативного управления, и за год стало возможным обеспечить следующие задачи. Увеличение коммерческих доходов на 200%. Основным и ярким примером стала коммерциализация олимпийского бассейна Борис-Арена. Для сравнения, в 2018 году бассейн заработал коммерческих доходов 18 миллионов тенге. Когда АВМ начал свою работу, за один год бассейн заработал 240 миллионов тенге, более 1200%. Вследствие чего это происходило? Полное отсутствие маркетинга, не было никакого упоминания бассейна Борис-Арена в соцсетях, не было собственных маркетинговых инструментов, продуктовой линейки, был только единоразовый абонемент, не было месячных, годовых абонементов. После того, как бассейн стал клиентоориентирован, полностью была проведена цифровизация системы учета посетителей, соответственно, такой очень значительный подъем продаж получился. Оптимизация штатной численности произошла практически на 50%, и в результате сокращения произошло с сокращением ФОТ на 456 миллионов тенге. Это стало возможным за один месяц. За время работы на объектах был обеспечен такой же штатный режим функционирования. По результатам деятельности были сокращены расходы объектов на сумму 379 миллионов тенге. Таким образом, за счет мероприятий по коммерциализации и оптимизации было обеспечено покрытие дефицита, и более того, предприятие по итогам 2019 года вышло в плюс и заплатило дивиденды своему единственному акционеру. АВМ таким образом выполняет операторскую функцию по управлению, с учетом того, что это ТО с более расширенным инструментом взаимодействия с бизнесом. Мы за это время поняли, что прежние механизмы, как функционировали и в сфере культуры, в сфере спорта, они являются уже устаревшими. Поэтому по результатам деятельности за 2019 год акиматом был предложен механизм передачи объекта в коммерческую среду, который позволил обеспечить дальнейшую коммерциализацию объекта и стабилизацию уровня затрат городского бюджета. И учитывая положительный оперативный опыт АВМа, акиматом столицы в сентябре 2020 года было принято решение о проекте по доверительному управлению крупнейшими объектами культуры. Это Дворец мира и согласия, Дворец независимости и Байтерек. С 1 июля сюда будет присоединен Дворец Жастар и амфитеатр. Мы уже с 1 января приступили к деятельности, хотим рассказать, в какой отправной точке мы находимся на данный момент, и рассказать, какие проблемы у нас существуют. То есть, если говорить конкретно по каждому объекту, Дворец независимости,
38 тысяч квадратов, идеальный ремонт, здоровское помещение. Уровень доходов 29 миллионов тенге за 2020 год, уровень расходов 467. Если смотреть точки коммерческого роста, которые необходимо достичь, нужно отметить, что в аренду можно сдать 8 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. На данный момент из них сдано 300, и из них 100 безвозмездно. То есть получается из 8 тысяч возможных коммерческих площадей сдано 200 квадратов. Дворец мира и согласия «Пирамида» 28 тысяч квадратных метров, доход за 2020 год составил 4 миллиона тенге, расходная часть 465 миллионов тенге. Коммерческие площадь 5,5 тысяч квадратов, из них сдано в аренду 4 746, из них безвозмездно сдано в аренду 4 550. И Астана Байтерек 1600 квадратных метров, 43 миллиона тенге. Вот здесь хотелось бы отдельно остановиться, что именно пандемия нанесла очень сильный удар по Байтереку, так как Байтерек ранее с 2007 года был на собственном финансировании, но по итогам 2020 года из-за режима пандемии объект встал и вышел с кассовым разрывом по итогу 2020 года. Соответственно, был присоединен к КВМ. И сейчас хотелось бы конкретно рассказать, что вот за этот месяц, полтора месяца нашего управления, что мы успели сделать. Получается, по деятельности данных 3 объектов была написана стратегия развития объектов, переданных в доверительное управление. Эта концепция была презентована акиму города, поддержана и также была презентована руководству страны. Там нужна серия политических решений, поэтому мы получили полную поддержку и хотим вам сейчас, уважаемые депутаты, рассказать. Дворец мира и Дворец независимости ранее существовал только за счет сдачи в аренду большим крупным мероприятиям, таким как форумы, выставки и мероприятия с участием международных делегаций и глав государств. На данный момент получается, что кроме Дворца независимости, который был введен в 2008 году, в городе появился Международный выставочный центр на Экспо, Конгресс-центр на Экспо. Эти компании относятся к компании Казэкспо Конгресс, которая является дочерним предприятием Министерства индустрии и торговли. И теперь, соответственно, 20 мероприятий, которые ранее проходили во Дворце независимости, они теперь будут проходить на Экспо, потому что, получается, заказчиком выступало Министерство индустрии и торговли. Соответственно, остается 2 якорных мероприятия, но ради них держать 38 тысяч квадратов абсолютно пустыми мы посчитали нецелесообразным. Была предложена концепция открыть Дворец независимости, так как раньше это было негласно закрытое стратегическое здание для проведения мероприятий. Есть предложение открыть его для детей. Там есть очень большие помещения, допустим, 4000 квадратных метров, 4300, это конгресс-зал, высота потолков 14 метров, и было совместно с управлением спорта было принято решение сделать центр гимнастики. Сделать самый, то есть топ-уровня центр гимнастики, при этом инфраструктура самого здания фактически не нарушится, потому что то есть мы подходим с хозяйской точки зрения, все накрывается, все закрывается, но при этом в 3 раза произойдет увеличение массового спорта, потому что у гимнастики есть постоянная проблема, нет таких помещений с высота потолков на уровне 14 метров. Также, помимо этого, получается, буквально позавчера были проведены переговоры, 1200 квадратных метров, отдельный зал, будет сдан Федерации паратанцев, то есть Федерации бальных танцев и танцев на колясках. И получается, на 2-3 этаж там исторически ничего не проходило. Мы хотим, то есть и уже презентовано было руководству города, очень большой кластер творческий будет создан. Мы уже можем заявить о скором появлении во Дворце независимости школы Дамбры Мирамбека Беспаева, школа искусств Кадарали Булманова, школа шахмат Динары Садвакасовой, смарт-академия Сакена Майгазиева, музыкальный театр центра Айгули Манбаевой, школа кино Талгата Тименова. Лучшую площадку центра будут занимать дети из ДЮСШ номер 1 по художественной гимнастике. И очень важно отметить, что
наши объекты откроют свои двери для людей с ограниченными возможностями. И все это, надеемся, вдохнет в жизнь во дворец, создаст благоприятные условия, и ожидается, что реализация данной инициативы поднимет конкретно по объекту Дворец независимости доход на уровне 160 миллионов тенге. По Дворцу мира и согласия, следующий, там мы с учетом того, что фактически все свободные коммерческие площади, они принадлежат двум якорным арендаторам. Это Тюркская академия и НАО Центр Назарбаева, которые занимают 4500 квадратов. Исторически эти организации сидели бесплатно, был заключен меморандум между Акиматом Астаны и данными организациями, то есть и фактически просто Акимат платил за то, что там присутствовала и вела деятельность другие организации. Но мы взяли на себя ответственность, и уже в декабре 2020 года мы провели переговоры на уровне министра образования и министра информации и общественного развития о том, что на самом деле в пирамиде очень сложная ситуация, уровень зарплат технического персонала на уровне 55 тысяч тенге. Ну и так как полностью весь объект содержится теми людьми, кто находится в штате, для того, чтобы поднять им зарплаты, для того, чтобы установить зарплаты на более высокий уровень, мы данную всю статистику показали на этих встречах, и принято решение, что Тюркская академия с полугодия 2021 года будет платить за аренду. И было также проведено совещание с НАО Центр Назарбаевым, с вице-министром Азельхановым Маратом Ламасовичем о том, что НАО Центр Назарбаева в этом году закладывает бюджет на аренду всех занимаемых площадей. Таким образом, доход пирамиды складывается на уровне 120 миллионов тенге. Мы здесь не учитываем сдачу в аренду оперного зала. Объясню почему. В ближайшей перспективе мы понимаем, что, к сожалению, культурно-массовые мероприятия с таким большим посещением зрителей будут пока под запретом. По Байтереку мы планируем подготовить в ближайшем времени концепцию развития, которая позволит повысить экономическую эффективность объекта. Но на данном моменте мы можем уже говорить о том, что изучена полностью коммерческая база объекта, увеличена аренда по некоторым позициям почти в 7 раз, и найдены более крупные арендаторы, которые согласны платить данную аренду. Не будет увеличен входной билет, но при этом произойдет в ближайшем времени цифровизация системы учета доступа посетителей, которая полностью исключит коммерческий фактор, человеческий фактор. Таким образом, мы считаем, что АВМ нацелен на эффективное решение поставленных задач. Со своей стороны предлагаем инициировать правила совместно с депутатами Маслихата. Надеемся на вашу поддержку. И хотелось бы отметить, что в послании главы государства очень важная роль была отведена разгосударствлению экономики. Собственностью государства должны оставаться только социальные объекты, объекты, обеспечивающие безопасность и функционирование государства. Мы сейчас видим, что прежние механизмы управления такими объектами, они устарели. И, к сожалению, каждый раз, когда мы сталкиваемся с новым и с новым объектом, мы не перестаем удивляться, как это работало ранее. То есть, фактически, механизм прежний, он был не нацелен на существование, потому что 100% финансировался за счет государства. То есть, перед командой никаких абсолютно задач не стояло. АВМ готов приступить к дальнейшему анализу объектов и предприятий Акимата в сфере образования. И спасибо за внимание. Рахмет, Малик Темирғали. Сөз қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Самат Серікханұлы Ергалиевқа беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті депутаттар. Нұрсұлтан қаласында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған паралимпиадалық жаттығу орталығы мен Тарлан мұз аренасының қызмет ұйымдастыру мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы бойынша ақпаратпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін спорт ғимаратының қолжетімділігі қамтамасыз етуге баса мән беріледі. 2018 жылдан бері қаламызда халықаралық деңгейде мамандырылған паралимпиадалық жаттығу орталығы жұмыс істейді. Орталықта 17 спорт түрлері бойынша жаттығулар тегін өткізіледі. Тренажер, жекпе-жек және ойын түрлері залдарының тұратын ғимараттың жалпы ауданы
4,682 шаршы метрді құрайды. Айына келушілердің орташа саны 3400 адамнан асады. Сондай-ақ Тарлан мұз айдынының мүмкіндігі шектеулі жандар үшін жаппай коньки мен тегін сырғанау шаралары ұйымдастырылып, коньки жабдықтары тегін беріледі. Слэш хоккей және сурдо хоккей Нұр-Сұлтан қаласы құрамасының жаттығулары да тегін өткізіледі. Сонымен қатар аталған объектілерге мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін және балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жаттығулары жүргізіледі. 2020 жылы мемлекеттік жекешелік әріптестер арасында шеңберінде 219.369 теңге бөлінсе, 2021 жылы 303.876 қарастырылған жоспарланған. 2020 жылы паралимпиадалық жаттығу орталығында келген адамдар саны 22.000-ті құраса, ал Тарлан мұз айдында 7.452 адам келген. Деректер арнайы report.kaspiysport.kz ақпараттар жүйесінен алынған. Әрбір келуші туралы деректер қоры бар. Аталған спорт мектептер бойынша біздің Нұр-Сұлтан қаласында айта кетер болсақ, қаламызда балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі мүгедек спортшыларға арналған спорт мектебінде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт түрлері дамытуында айналысады. Аталған мектепте спорттың 17 түрі және 400-ден аса спортшы бар, сондай-ақ 26 жаттықтырушы жұмыс атқарады. Жалпы дене шынықтыру спорт басқармасына қарасты қазіргі бір ғана осындай іс-шара бар. Жекешелік әріптестік аясында. Екінші Қазақстан спорт кешені қазір қарастырылып жатыр. Әлі келісім шартқа отырылды. Тек мемлекеттік экспертиза алғаннан кейін ары қарай өзінің жұмысын жүргізеді. Рахмет. Самат Серікханұлы, отырыңыз. Сөз Zoom бойынша қалалық мәдениет басқармасы басшысының міндетін атқарушы Ермек Анатольевич Рахимовқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті Алтынша Жұмашқызы, депутаттар, әріптестер. 11 ноября 2020 года в целях эффективной реализации государственно-частного партнерства на объектах культуры города Нур-Султан Управлением культуры размещено было уведомление о запросе выражения интересов потенциальных частных партнеров для сбора вариантов реализации проектов государственно-частного партнерства. Для реализации ГЧП проектов рассматривались следующие объекты. Первое – это триумфальная арка Менгель-Кель, и второе – это мемориальный комплекс «Карта Казахстана Атамекен». Так, согласно уведомлению, срок принятия предложений был завершен 31 декабря 2020 года. Однако за период размещения уведомления самоокупаемых предложений ГЧП проектов, к сожалению, не поступило. Вместе с тем, как сказали мои коллеги ранее, в целях оптимизации некоторых предприятий комиссии по вопросам оптимизации субъектов квазигосударственного сектора города Нур-Султан под председательством заместителя акима города Нур-Султан Амрина Аскара Кемингеровича было принято решение о передаче в доверительное управление следующих объектов культуры. Я повторюсь, это Дворец мира и согласия, Дворец независимости, монумент Байтерек, Дворец Жастар и в том числе амфитеатр в ТО Астана Venue Management. Указанное решение было принято с учетом опыта товарищества по управлению спортивными объектами. Необходимо отметить, что успешно достигнуты поставленные цели с дальнейшей передачей объектов в коммерческую среду. Так, согласно постановлению акимата города Нур-Султан от 22 сентября 2020 года о передаче коммунального имущества города Нур-Султан в доверительное управление ТО Астана Venue Management, объекты культуры были переданы поэтапно в доверительное управление, а именно 1 января 2021 года в доверительное управление переданы монумент Байтерек, Дворец мира и согласия и Дворец независимости, тогда как Дворец Жастар и амфитеатр будут переданы после завершения капитального ремонта здания в 2021 году. Также следует отметить, что создание единой управляющей компании, на наш взгляд, позволит оптимизировать штатный состав, выработать единую политику управления объектами культуры, а также в полной мере позволит обеспечить ежегодное снижение нагрузки на местный бюджет за счет коммерциализации объектов, повышения заработной платы работников, передачу некоторых услуг в аутсорсинг, ценообразование и так далее. Спасибо за внимание.
Рахмет, Ермек Анатольевич. Құрметті депутаттар және шақырылғандар, бүгінгі отырыс мәселесін талқылауға көшейік. Сөз сөйлегісі келетіндер бар ма? Бар. Өздеріңіз таныстырып өтіңіздер. Депутат Разбекова. Предварительно, уважаемые коллеги, предварительно ознакомившись с материалами, которые нам были представлены, у нас, значит, возникли, я полагаю, что здесь имеют место быть противоречивые, взаимоисключающие доводы. В частности, вот такие у меня вопросы. Первое. Здесь по Дворцу независимости. В материалах пишется, что общая площадь 8000 квадратных метров, тогда как в аренду сдается 8555 квадратных метров. Это первый вопрос. Второе, также из материалов следует, что 2455 квадратных метров дается для аренды макета города. Бұл жерде 2,5 мың шаршы метр макетке арендаға беріп, ертең жұртқа күлкі болып жүрмейміз бе? Менің ойым сондай. Үшінші сұрақ, бұл жерде по Астана Байтерек. Здесь пути решения указываются. Пути решения. Первое. Значит, вы пишете, что внедрение цифровых технологий и решений по Астана Байтерек. Всем известно, что сегодня мало людей посещает Байтерек. Понятное дело, что делали ли вы анализ посещаемости? Местные жители мало посещают. Они уже сходили, уже неинтересно. В основном Байтерек посещают приезжие люди или пожилые, скажем, да, лица. Вместе с тем вы пишете, что внедрение цифровой системы учета и контроля посетителей. Понятное дело, это сейчас везде. Также запуск онлайн-ресурсов продажи билетов. Ертең анау алыстан, ауылдан келген, мысалы, үлкен кісілер осы жерде бұл жүйеге қаншалықты тез алып кетеді, үйреніп кетеді. Бұл тағы сұрақ. Сосын тағы бір жерде бір мәселе. Бұл жерде неге қарама-қайшылық деп тұрмын? Біз докладтың басында мынау жаңағы пандемияны айттық. Мы говорили о пандемии, мы говорили о последствиях, мы говорили о том, что большой рынок аренды на сегодня, что это очень создает большие сложности. Вместе с тем мы пишем, что в качестве решения данного вопроса увеличение коммерческих площадей, повышение аренды. Ертең аренданың бағасын өсіріп, біз бұл жерде мәселені шешу емес, қосымша тағы бір проблема тауып алмаймыз ба? И соңғы сұрағым. Здесь вы пишете использование современных дополнительных источников дохода. Здесь тоже вот мне непонятно. Вот у меня все. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я хочу пояснить, надеюсь, что запомнил очередность. Получается, по Дворцу независимости, первый вопрос. Указана только коммерческая площадь, 8 тысяч квадратных метров. Сама площадь Дворца независимости 38 тысяч квадратных метров. Но так как фактически там, я обязательно приглашаю вас посетить данный объект, он состоит из очень большого пространства, которое нельзя коммерциализировать. Это большие коридоры, это огромные анфилады просто на каждом из этажей. И фактически была совместно с управлением активов произведена сегментация того, что можно сдать в аренду. Более того, был утвержден прейскурант всех цен. И как раз вот на последний вопрос можно сразу ответить. На предприятиях группы 3 объектов была введена единая цена 2000 тенге за квадратный метр. С учетом нынешних цен на недвижимость, цена, если, допустим, мы сравниваем цены художественной гимнастики, за которые сдает Назарбаев университет 4000 тенге, и комплекс Думан 3600 тенге, то наша цена 2000 тенге, она фактически ниже в 2 раза для той же самой ДЮСШ, которая будет у нас арендовать. Второй вопрос. Получается, система, почему мы говорим о системе доступа? Мы имеем опыт управления, там, где касса, там, где живые деньги, там всегда будут потери. То есть нельзя работать уже, мы это видим, что с наличными деньгами работать небезопасно, потому что всегда есть человеческий фактор. И систему
то есть учета посетителей, мы ее, действительно, это был не просто, мы, почему данное решение хотим внедрить, мы проводили, запрашивали информацию у компании Астана Инвест и брали у Астана Конвеншн Бюро статистику, по которой было полное как бы понимание, что в 57% снижения произошло общего туристического потока в 2020 году, но если, то есть ориентироваться только на негативный результат, мы можем тогда, ну как, мы все равно надеемся на лучшее. И есть очень хороший прогноз, что фактически на предприятии Астана Байтерек сезонный характер носит доход. Он работает и максимальный доход он приносит в сезон с мая по сентябрь. То есть поэтому я вот несколько цифр скажу. Понятно, что на них нельзя ориентироваться. То есть в 2017 году на выставке Экспо объект посетило более 600 тысяч человек. И на тот момент, если вы знаете, предприятие настолько много денег заработало, что фактически предприятие оказало помощь Арыси в размере 100 миллионов тенге. И, к сожалению, никто не предполагал, что в 2020 году будет пандемия, и после этого предприятие, к сожалению, попало на кассовый разрыв, и на ноябрь-декабрь 2020 года не имело возможности выплатить ни за что, то есть ни счета оплатить, ни зарплаты. Поэтому вот здесь надеяться нужно на лучшее. Мы планируем, что турпоток он восстановится. И фактически мы знаем, то есть у нас есть полностью анализ, что не только иностранный турист является основным потребителем услуг данного комплекса Астана Байтерек, внутренний туризм в основном. То есть сейчас мы видим, что все запреты сняты, авиасообщение между городами восстановлено, пассажирское поездом сообщение восстановлено, блокпостов на данный момент нет, поэтому нам нужно надеяться на лучшее, мы в любом случае будем идти к поставленной задаче и достигать ее. Если напомните, пожалуйста, еще какие вопросы не ответил. Неправильно понимаем. Нет, да. я понял. Уточняющий вопрос. Нет, смотрите, вот здесь есть тоже понимание, что я хотел бы вот, Ерлан Ермекович, если вы разрешите, группу депутатов пригласить. Вот Ерлан Ергазиевич уже был у нас на объекте. У нас есть макет, который еще архитектор Астаны Киси Куракава делал. Да, и в 2008 году 2550 квадратных метров было отдано под макет. То есть в самом начале на этот макет продавались экскурсии, но вот я вам, к сожалению, такую очень печальную статистику скажу, что по итогам 2019 года, по итогам 2020 года было продано 2 билета по сумме 300 тенге. То есть вот данный комплекс, за который там платятся коммунальные услуги, там есть менеджеры экспозиции, то есть получили... Сам макет требует, да, доработки. Здесь есть вообще в принципе понимание, что макет можно передать карте Атамикен, где размещены все макеты. И наше предложение полностью поменять вообще там, он занимает правое крыло 3-го этажа. Мы понимаем, что так не должно быть, что это фактически просто сейчас стоит мертвым грузом, никакого дохода не приносит, никакой пользы. Если бы не приносил доход, то есть оказывал какие-то там культурно-эстетические, там, закрывал для населения потребности, тогда вопросов бы не было. Но происходит просто то, что макет занимает площадь, которая на данный момент просто не востребована. Поэтому мы со своей стороны ищем инвестора, в том числе Аким Астаны уже несколько человек именно на данную территорию к нам отправлял. То есть ведется системная работа по, скажем так, изменению данной ситуации. То есть макет, чтобы вы понимали, мы не хотим оставлять ни в коем случае, потому что это не в наших интересах и не в интересах акимата. Макет можно передать в карту Атамикен, там, где все макеты хранятся, поэтому здесь либо генплан. Использование современных дополнительных источников дохода. В целом хотелось бы вот конкретнее, четче узнать, что вы имели в виду под этим. Смотрите, получается, современные виды дохода, мы говорим, что фактически вот во Дворце независимости у нас сейчас будет реализована первая такая
в культурной сфере. Вот такая первая, как бы, очень хорошая и позитивная история. Получается, все вышеперечисленные творческие центры Мейрамбека Беспаева, школа Дамбры, Ну, всё Талгата понятно. Тименов, да, она будет бесплатная для детей и будет реализован, то есть мы, как предприятие, делаем, мы сдаем им за деньги, но мы им, с другой стороны, мы им помогаем получить госсоцзаказ. Я думаю, что вы все знаете, что с мая месяца должен ввестись закон о подушевом финансировании, и сумма 1850 тенге за внеклассный урок, она сейчас затверждена в Министерстве культуры. Мы в этом совещании принимаем активное участие, потому что понимаем, что фактически эта данная норма, она позволит, первое, охватить бесплатно очень большой, то есть поток детей, и второй момент, платить, чтобы эти все компании платили аренду нам. То есть я считаю, что, то есть, до этого момента такого источника дохода не было, и фактически мы второй, третий этаж полностью под эти центры сдаем через этот механизм. Тоже можно начать. Не побоюсь этого слова, уважаемые коллеги. Малик Тимурович, это, вы знаете, уникальное решение, что сегодня отдали управление. Почему? Потому что Самат Сериканович не даст соврать, сегодня в столице остро не хватает спортивных площадок, залов и так далее. А что касается гимнастики, это действительно большой плюс. Самат Сериканович, это ведь правильное, да, решение? У меня два пожелания. Во-первых, скажите, пожалуйста, сегодня население интересует такой вопрос. Вот сейчас мы отремонтируем дворец спорта Казахстан, дворец Жастар. Капитальный, в смысле, текущий ремонт, я так понимаю, будет за вашим ТО, правильно же, да? Да. Теперь вот такое пожелание. Скажите, пожалуйста, сейчас хорошо, что открылся бассейн именно на Барыс-арене. Пожалуйста, упорядочить нужно сейчас, вот во время пандемии, записываются люди в бассейн после 12 ночи. Вот как-то вот здесь надо посмотреть, да. Я был в бассейне, очень переполнен, но это приятно, что сегодня население... Сегодня самое главное, заплатил и знаешь, куда ты идешь и чем ты занимаешься. Я еще раз повторюсь, это уникальное решение. И вот по футбольному полю, которое вот меня всегда... Надо вот прекратить, знаете, давать на безвозмездной основе. Особенно вот Астана-арена. Вот почему? Потому что вы знаете, что национальная сборная там играет, ведущий наш клуб Астана играет, а вот всевозможные организации, которые там, это, знаете, идет амортизация футбольного поля. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. И все-таки вот к ремонту возвращаясь, вы сейчас должны подтвердить о том, что текущий ремонт все-таки остается за вами. Правильно, да? Все верно. Спасибо. Азамат Серикович, хочу пояснить, уважаемые депутаты, Астана Веню Менеджмент на протяжении 2 лет управлял спортивными объектами. 23 июня 2020 года акиматом было принято решение о передаче на основе конкурса, о передаче данных спортивных объектов в коммерческую среду. Был проведен конкурс, на котором был определен частная компания управляющая, и АВМ закончил свою деятельность 23 июня, после чего сразу же было принято решение о переводе компании АВМ на объекты культуры, которые на тот момент остро нуждались в управлении. По бассейну Барыс-арены теперь это вопросы, получается, компания, которая занимается непосредственным управлением данных комплексов. По Астана-арена, я как вот бывший президент Федерации футбола города Нур-Султан, я хотел бы пояснить, действительно такая проблема была, мы с ней боролись, и вот здесь, наверное, вы знаете, здесь без депутатов это, к сожалению, не обойдется, потому что здесь где-то общественный контроль, то есть мы со своей стороны можем, я как вот человек, который данным вопросом занимался, одна компания платит, это ФК Астана и национальная сборная, получается, и 20 компаний бегают бесплатно. Ну, это, к сожалению, вот так. Теперь... Разрешите, Малик Тимурович, я скажу. Да. Мы по бассейну, задача понятна, мы ее отработаем с нашим управляющим. А по футбольному полю письменно за своей подписью я им отправил письмо, что играть должны только наши дюшки и сборная наша. Пока позиция такая, пока не приедет, в марте планируется, что Франция приедет. До этого момента, пока мы держим, чтобы они никому даже в аренду не сдавали. Ну, там сейчас частный управляющий. После как сборная приедет, я думаю, они бесплатно все равно они никому не будут давать теперь. Если бы госпредприятие когда управляло, да, там были рычаги. Мы поиграем, они поиграют, но сейчас с частными компаниями такое, думаю, вообще тяжело будет.
сұрақтарыңыз? Аха. Можно вопрос? Александр? Да-да. Депутат Сергеев, мы вот исходя из тех данных, которые озвучивали, видно то, что результат работы компании, да, АВМ, он налицо. И мне кажется, не совсем целесообразно потом передавать это в частную собственность. То есть, если мы видим, что удалось достичь результата, когда наша дочерняя компания оптимизирует затраты, при этом она решает вопрос загруженности объектов нашими, с участием наших ДЮСШ, да, вот варианты по гимнастике, еще какие. Ну, вот он яркий пример того, когда как бы наша дочерняя компания может качественно управлять. Мы при этом потом передаем как спортивные объекты сейчас к частникам, и опять всплывает куча вопросов. ДЮСШ приходят к нам, жалуются, то, что их там вовремя не пускают по ценовой политике, времени ликвидное дают и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, вот этот вполне логичный шаг сейчас передачи культурных объектов под управление АВМ, он не должен стать этапом потом передачи частникам. То есть фактически АВМ делает высокую, хорошую работу как подготовительный этап, чтобы потом частник легко зашел и начал это все использовать. Ну, то есть это нелогично и неправильно. Поэтому я прошу как бы вот этот момент на заметку взять, да, и у меня такой вопрос. Вот мы в дорожной карте с участием Акима Алтая Сидеровича утвердили обеспечение молодежи 50% скидками. То есть это наша задача, которую мы сообща должны с вами выполнить. И управление, и депутатская фракция, и так далее. Вот скажите, каковы ближайшие меры и когда мы этот порог достигнем? Большое спасибо за вопрос, Владислав Сергеевич. Здесь хочу отметить, здесь есть как бы в том, что мы действительно, как управляющая компания, конечно, будем вам рассказывать только позитивный момент, для того, чтобы получить где-то там ваше признание. Здесь хочется рассказать, почему. То есть, допустим, я считаю, что частное управление, объекты культуры мы ни в коем случае не передадим, потому что передать символ Астаны города Нур-Султан-Байтерек в частную среду это нецелесообразно ни в коем случае. Но что касательно спорткомплексов, смотрите, мы сталкивались с ситуацией, когда команда Борис выходила в плей-офф, и у нас просто сломался видеокуб. Для его, мы компания со 100% госучастием, у нас мы субъект госзакупок. А куб сломался, он, ну, то есть не подвержен, к сожалению, всем этапам проведения госзакупок, а плей-офф на уровне страны тогда Борис занял, то есть и в принципе в своей конференции второе место. И получается, для того, чтобы его сделать, не было никаких вообще механизмов правовых. И получается, что мы, то есть столкнулись с тем, что объявлять госзакупки мы бы это сделали через 60 дней. И именно на объектах спорта, где там вот, допустим, во время моего руководства на объектах ХАЛАУ, там происходил регулярный там, потоп, потому что крыша всегда текла. Мы знаем, что в 2018 году во время урагана полностью фальцевую кровлю снесли. Ее сделали экстренно за счет фонда МЧС, но фактически частное управление позволяет быстро реагировать и, то есть, реагировать на все, что происходит. И можно приведу краткий пример. Есть очень такой, как бы он яркий и очень негативный. Есть дворец спорта Казахстан, который, как вы знаете, сейчас ремонтируется по системе ГЧП, насколько я знаю, правильно. Получается, в свое время СПК в 2017 году забрали данный комплекс и фактически тоже диагностировали, он тоже был под управлением ККП. Здесь момент, что мы полностью зашли на управление спорткомплексом в 2019 году и полностью провели инженерный анализ, почему произошло так, что объекту, которому всего 20 лет, компания, которая его строила, там очень сложно было довести объект до состояния, в котором он был признан третьей степени аварийности, и было принято решение закрыть этот комплекс. Теперь вот смотрите, получается, объект Казахстан делится на две зоны, одна из них бассейн. Нужно было всего лишь 4 миллиона тенге на ремонт системы гидроизоляции. Это нужно было остановить бассейн, поменять гидроизоляцию специальной пленкой
И после этого бассейн бы дальше продолжал работать. Он сделан на совесть. Это очень большая бетонная подушка. Сейчас таких уже не делают. Сейчас все бассейны делают за очень легковесные конструкции. Вот этот бассейн должен был 50 лет прослужить. Нужно было поменять систему гидроизоляции. На тот момент руководитель не смог выбить деньги. И, получается, процесс был дальше запущен. 1,5 года вода текла, и сгнили металлоконструкции. Мы все туда, и депутаты прошлого созыва большой группой ходили, смотрели. То есть, а мы потом восстановили, как это все произошло. То есть, когда речь идет о ремонте металлоконструкции, это сумма 50 миллионов тенге. Ее тоже, к сожалению, на уточнение не выделили. И потом, когда уже дали, там появилась трещина в самом бетонной подушки, было принято решение остановить объект. Фактически спорткомплекс «Казахстан» – это один из единственных объектов, которые 100% сами себя финансировали. Это коммерчески успешное предприятие. Оно находится в спальном районе, многофункциональный спортивный объект. И если бы система управления позволяла бы доходы направлять на, то есть и там где-то, может быть, нужно было и управлению быть чуть-чуть расторопнее, но фактически цена закрытия половины комплекса 4 миллиона тенге. Следующая – это коробка, которая находится над хоккейным стадионом. Там залом крыши произошел, который в итоге привел к тому, что закрылся весь комплекс. Залом крыши произошел, потому что не выделяли несколько миллионов тенге на уборку снега. Почему это происходило, к сожалению, эти вопросы уже остаются в прошлом, но это произошло из-за снеговой нагрузки, жестяная крыша согнулась, и в итоге цена вот всей их фатальной ошибки несколько миллионов тенге. И сейчас мы понимаем, что там десятки миллиардов выделяются на то, чтобы полностью теперь этот комплекс реанимировать. Поэтому вот здесь я считаю, что система госзакупок, она эффективна, конечно, она позволяет экономить и все большие суммы, но здесь есть такой момент, именно на объектах, где нужно здесь и сейчас. То есть, потому что то, что вот мы видели на Алау, там, допустим, мы меняли трубы, я честно скажу, на свой страх и риск менял, потому что я понимал, или объект встанет, или меня оштрафуют ДВГ. То есть я выбирал, чтобы не встал объект. Рахмет. Следующий вопрос. По 50% скидке, пожалуйста, озвучите. Кто-то управление спорта или кто? Жалпы скидка бойынша жалпы біздің жасөспірімдер мен балалар мектебіне сенімгерлік компания 50% пайыз жеңілдік береді. Бірақ біздің спорт басқармасында 15 мыңға жуық жасөспірім мен балалар дайындалады, шұғылданады. Енді қазіргі биылғы жылдан бастап, былтырғы жылға 2020 жылы бізге сенімгерлік компания ақысыз беріліп келеді, биылғы 2021 жылдан бастап біз ақылы төлейтін болып жатырмыз сол объектілердің бәріне. Енді біздің қаражатымыз қазіргі таңда жеткіліксіз. Біз жарты жылдыққа тапсырыс ақшасы қарастырылған, ендігі жарты жылдыққа ақшасы қарастырылмаған. Сол үшін сол тұрғыда қараған кезде біздің жасөспірімдер мен балалар мектебіне алдағы уақытта кішкене қолайсыздық туғызады. Самат Терхан, здесь Владислав Сергеевич Алексеевич вам задал вопрос в другом ракурсе. Не вопрос Общий скидка. Здесь не вопрос касательно скидок ЮСШ, кто занимается через вас, через госзаказ. В целом, у нас же 250 тысяч человек, это молодежь, и студенты есть, и молодежь есть, которые в городе ходят, студенты, колледжи есть. Они же, не все же ходят у вас, занимаются через ЮСШ. В целом, у нас есть же 30% охват населения, вы знаете об этом, да? Да. Спортом массовым, да? То есть к этому всегда критика была со стороны и главы государства в целом, и премьера, что объекты столицы спорта закрыты для массового посещения молодежи. У них минимальные зарплаты, а цены абонентские кусаются. Поэтому здесь вопрос в другом. Как мы можем обеспечить молодежь, чтобы они могли
от 50% стоимости оплатить и пользоваться абонементской платой для посещения этих объектов. В этом вопрос. И что мы можем сделать для этого, да? Наверное, это вопрос доверительным управляющим. У нас, которые числится вот 15 тысяч спортсменов, для них скидка предоставляется. А для остальных, которые будут посещать там сами, они для них как бы доверяющее управление скидку дают, не дают, это как бы с нами не согласуются такие вопросы. Потому что реально она в предвыборной программе есть. Оно в дорожной карте тоже есть в утвержденном. Поэтому завтра по нему большой спрос будет. Если мы включили, коль это дело, мы должны какое-то решение принять. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Айтайын. Депутат Оросхан, Халық партиясы. Құрметті әріптестер, біз бәрімізге белгілі 90-шы жылдары жекешелендіру дегенді өттік. Енді мынау сенімгерлік басқару деген көшіп отырмыз. Мен тыңдап отырмын бағанадан бері. Жаңа рухани жағынан қарағанда қаржылық жағын көбірек есептеп отырмыз да. Енді менің сұрағым, жаңағы осы сенімгерлік басқаруға алған жаңа кәсіпкерлер, ТО-лар қандай әлеуметтік міндеттемелер өздеріне алады? Өйткені бұл объекттердің бәрі халықтың салығына салынған объекттер, қандай міндеттемелер аласыздар өздеріңіз? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Әкімдік тарапынан тексерістер бола ма? Өйткені қазір 15-16 жылға береміз. Оның жаңағы сауда орындарына айнала ма? Өйткені басқаруға берген олардың басты мақсаты жаңағы қаражат түсіру. Болғандықтан мәдени объектілерге мүмкін сауда орнына айналып кетеді. Бәйтерек немесе Тәуелсіздік сарайы. Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ, жаңағы сенімгерлікке берілген объекттер бойынша неге біз шарттарды көрмейміз? Қандай шарт жасасты? Қанша жылға? Шартта қалай жазылды оның бәрі? Ертең халық бізден сұрайды ғой. Кіре алмай жатса, жаңа сол объекттерге немесе бағасы көтеріліп жатса, тағыдан мәселелер туындап жатса, халық біздерге сұрайды. Біз қол қойып осы мәселені қолдадық деп. Осы сұрақтарыма жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ бойынша ол жерде жаңа басқарушының келісім шарттар бар, жаңа общественный фондтармен тегін қызмет көрсету бойынша жаңағы мүмкіншілігі шектеулі кісілерге арнайы жаңа дорожка береді, тегін. Оның бәрін сізге біз көрсетуге дайынбыз. Екінші сұрақты қайталап берсеңіз. Сіздер маған жазбаша берсеңіз. Жазбаша болмаса жаңағы Екінші сұрақ ол жаңағы әкімдік тарапынан қадағалау тексеру жылдың ішінде. Бұл жерде мысалы ол басқарушы жылына 100 миллион теңгеге ремонт жасау керек. Текущий ремонт өз қаражатынан. Біз соны қадағалаймыз. Мысалы, мына жерде мен лифт істетіп қойдым, 100 миллион кетті деген әңгіме жоқ ол жерде. Әр жаңағы ремонтын бізбен согласование жасайды, бізге көрсетеді, содан кейін бүткіл істеген жұмысын бәрін әр квартал сайын отчет жасайды. Оның үстіне біз оған жаңағы қаражат бәрібір үкіметтен бөліп отырмыз ғой. Каждый жаңағы әр көрсеткен затын біз оны суретке түсіріп аламыз, бар қараймыз. Түгел тексеру жасап жатамыз. Бүткіл коммунальный квитанцияны тексереміз деген сияқты. Ол жерде ол былайша айтқанда үлкен бақылауда тұр, арнайы комиссия бар. Ол комиссияның ішінде әкімнің орынбасары Асқар Кемеңгерұлы Амрин төраға, ол жерге жаңағы кәсіпкерлер палатасынан адамдар бар, сіздерден жаңағы депутаттар бар. Сол түскеннен бәрін қадағалаймыз. Қазір сіздерге жаңағы культурный объекттер, мәдениет объекттерін қарап, арасында жаңа бізге де бөліп, бірге барып көрсетейік. Қандай жаңа келісім шарт деп жатсыз, оны да көрсетейік. Бұл жерде ешқандай құпия не жоқ. Бізге жаңа талап қойылса, өйткені жоқ, бір қазіргі таңда спорт объекті бойынша бір шарт. Бір шарт, бір конкурс өткен, талаптар бар ішінде арнайы. Мемлекеттен қаржыландыратын талаптар бар. Неге қаржыландырады? Қалған өз тауып жабу керек деген сияқты. Түгелінен арнайы көрсетеміз сізге. Әрине.
көрсетеміз. Зумда бар ма сұрақтар? Зум платформасында депутаттарда. Тағы сұрақтар айтыңыз. У меня есть, можно вопрос? Давайте я задам вопрос, можно? Депутат Умурзаков. В презентации указано, что затянутые процедуры госзакупок сейчас ограничивают возможность развития объектов. Что изменится в процедурах госзакупок при передаче объектов культуры и спорта в доверительное управление на основании законодательства ГЧП? То есть как, получается, госзакупки будут влиять на за то, что они затянутся? Потом в информации управления активов и госзакупок отмечается, что одним из положительных сторон договоров доверительного управления является обеспечение дополнительных рабочих мест. Вместе с тем, согласно презентации АВМ, было сокращено рабочих мест с 354 до 220. И третий вопрос. Хотелось бы узнать о том, изучался ли международный опыт управления культурных и спортивных объектов в странах СНГ и Евросоюза. Положительный, конечно, опыт. Спасибо. Спасибо за вопрос. Можно я начну сразу с последнего? Действительно, я вам расскажу, как начиналась компания АВМ. Это был международный управляющий. Насколько мы понимаем, это иностранец Роберт Уильямс, который приехал с резюме, что он вице-президент Madison Square Garden. И вот после него пришел я с разрывом в минус 655 миллионов тенге. То есть зарплата данного функционера была на уровне 6 миллионов тенге в месяц. И ну, я не буду рассказывать там как бы такие негативные вещи конкретно личностного характера, но фактически этот опыт проходили. То есть о том, что к нам приедет иностранец и сделает нам здесь все хорошо, это все было озвучено, было все презентовано. И, к сожалению, когда мы пришли с новой командой, мы констатировали то, что полное отсутствие управленческого учета, отсутствие 1С бухгалтерии за полгода. И фактически, то есть здесь вот спасибо, Владислав Сергеевич, о том, что вы сказали, действительно есть компания, которая вот работает в Акимате. Действительно, АВМ это такая компания, которая пришла, зачистила то, как было, и стала использовать. То есть оглядываться на международный опыт можно, но все те вещи, которые сказал Роберт Уильямс, я тогда сидел как эксперт от культуры, я сидел тогда на комиссии, я понимал, что это недостижимая мечта. То есть, когда мы говорим о том, что 100%, то есть я вам дословно, можно тогда скажу, что за счет спортивных мероприятий окупить объект невозможно. То есть их построили, условно, Борис-арена 88 тысяч квадратов. На нее просто, то есть она как на коммунальные расходы зажирает миллиард тенге в год. Это потому что это самый большой спорткомплекс в Казахстане. То есть по нему конкретно было предложение провести там 100 мероприятий с привлечением там звезд класса А. Это Стинг, Мадонна. То есть, ну, это все хорошо звучит, и сказали, что это будет мероприятие событийного туризма, приедут люди с России, с Узбекистана, отсовсюду, это все СНГ здесь соберется. И то есть фактически уже, когда мы пришли, нам уже выделены были средства в размере 400 миллионов тенге на проведение 3 мероприятий. Это были рэперы с Америки на Наурыз. Ну, извините, я это все остановил, в смысле, потому что я занимаюсь и занимался, имею 10-летний опыт в сфере организации мероприятий. Проводить коммерческие концерты за госсчет именно и ждать, что это окупится, это кто это заявляет, я считаю, что это не профессионал. И говорить о том, что за счет таких мероприятий можно окупить инфраструктуру, это непрофессионализм. Думать о том, что у нас в Казахстане, почему к нам не приезжают звезды класса А? Один раз Стинг должен был приехать, но он же не приехал. Основная причина, потому что было продано 40% билетов. То есть и фактически был расторгнут контракт. То есть говорить о том, что за счет привлечения больших звезд,
мы находимся не в том времени, не в том месте, к сожалению. То есть здесь где-то нужно быть реалистом и говорить о том, что в международном опыте это так и работает, я вам честно скажу. Что, допустим, мы знаем большие площадки, которые трансформируются за один день под баскетбол, под хоккей, под волейбол, под концерт. Ну вот, допустим, я управлял Борис-Ареной, я знаю, что там есть, можно провести хоккейный матч и за 9 часов постелить баскетбольное поле. И вот оборудование под баскетбольное поле стоимостью 150 миллионов, оно у нас лежит. И вот, знаете, за Борис-Арену в 2015 году было построено, и ни разу не сделали это. И сейчас, через 3 года, можно это оборудование списывать, наверное. То есть почему? Потому что хоккей, сюда приходят дети заниматься с 5 утра. Вот у кого есть знакомые, кто занимается хоккеем, дети с родителями приходят в 5 утра и заканчивается все это в 23:00. Рахмет, Малик Поэтому, Тимиргалиеву. да. Можно вопрос? Да, Саят Тарлат. Нет, по сокращению ответьте, По пожалуйста. сокращению, смотрите, здесь тоже все очень просто. 350 человек. Лично с каждым отделом я встречался. Здесь вопрос в том, что идет сокращение не из людей, которые работают, а людей, которых не знают и не могут рассказать, что они здесь делают. То есть вот этот, к сожалению, вот этот процент, он составил практически 50%. Можно еще вопрос? По Дворцу независимости и Дворцу мира и согласия также будут сокращаться люди в случае перевода? Смотрите, фактически по Дворцу независимости в АВМ уже не перешло более 51 человека. Потому что, объясню, уже на протяжении 2020 года, это тоже это нужно говорить, зарплаты в культуре находятся на самом нижайшем уровне. И сейчас зарплата на уровне начинается от 55 тысяч тенге. То есть специалист получает на уровне 90-100 тысяч. То есть ранее, когда существовал механизм прежний, когда были доходы, которые все время направлялись на премию. То есть все, кто работал в этой системе, все знают это. Сейчас нужно, то есть основной целью мы ставим убрать эти, скажем так, я считаю, это позорные зарплаты. Нельзя, чтобы люди в культуре на такие зарплаты существовали. Потому что за 55 тысяч тенге говорить о культуре, это просто невозможно. И основную цель, которую мы ставим, все доходы направить на увеличение базовой ставки зарплат. Но при этом, если человек, я еще раз говорю, мы с каждым отделом лично встречаемся. Из тех 350 человек, кто был, осталось 190. Одно только дело написали на нас в суд. Мы этот суд выиграли. То есть вопросов, почему они не работают, у них не возникало. Они знали, почему. То есть они внутри себя этот вопрос понимали. Да, спасибо. Можно, да? На самом деле, этот вопрос по поводу ГЧП в сфере спорта. Мы в прошлом созыве очень так активно обсуждали. Было несколько у нас встреч, мы много выезжали, смотрели и видели Дворец спорта и Казахстан, и Астана-арена, и тот же Толкун, который уже отремонтирован. Несколько раз к нам приходила Федерация гимнастики, поэтому спасибо, что решили вопрос с ними, потому что на самом деле там была плачевная ситуация, мы видели, как занимались дети, это была не очень хорошая картина. И жалко, конечно, вот так вот, что довели такой уникальный объект, как Дворец спорта Казахстан. По Астана-арене там тоже было много вопросов уже, когда мы посещали, помню, там были моменты. И когда во время предвыборной кампании, в январе месяце, у нас там была встреча, с коллегами мы там были, я остался, и мы посмотрели в это помещение, и уже, получается, новая компания уже произвела ремонт, текущий ремонт произвела, и уже, соответственно, другой вид. То есть, видно, что хозяин есть, и когда все это поддерживается, это радует, на самом деле. Но у меня вопрос, мы дальше строим новые объекты, у нас появляются все такие уникальные объекты в Астане, спортивные. Как по ним ситуация? Не знаю, может, сама Сергей, такой вопрос. Это будет также какая-то управляющая компания, или же это будет опять на государственном балансе и опять будет передаваться и так далее. То есть, чтобы уже там время не терять, может быть, уже сейчас определить управляющую компанию, пусть это будет тот же АВМ или подобное, или это будет частный инвестор какой-то там. Легкоатлетический манеж там только что построен, да, там еще на стадии открытия, да. И еще мы очень много строим во дворах спортивных объектов, там, да, футбольные поля и так далее.
Они сейчас все построены. На чем они на балансе находятся? На балансе районных акиматов или кого? Может быть, вот с привлечением вот, Федерации футбола там, или ну, городской, да, или других каких-то общественных организаций, хотя бы проводить общественный контроль за этими состоянием этих полей. Потому что, ну, поля шикарные строятся, ну, я думаю, для детей, которые играют во дворе, и, да, а дальнейшей вот эксплуатации, их обслуживания, кто будет заниматься именно со стороны, по крайней мере, кто будет контролировать все это? Хорошо, спасибо за вопрос. Первый, легкоатлетический манеж на сегодняшний день на балансе Министерства культуры и спорта. Они взяли на себя этот баланс. Вы сами знаете, в том году у нас была встреча с Акимом Алтайсидеровичем. Все мои подведомственные организации, директора встретились. Тогда сейчас, которые строятся в окраинных территориях, 4 спортивных фоков, они как бы по окончанию передают нам. На наш каждая школа там будет уже культивировать свои виды спорта. А дворовые площадки, дворовые площадки сейчас относятся к акимату. Мы как бы не против, если нам передадут, а так они все относятся к акимату. Ну, в качестве Район. предложения, может быть, какого-то тоже единого оператора по этим спортплощадкам, чтобы был единый хозяин, чтобы кто отвечал за это. Ну, надо посмотреть, если для содержания выделить денежные средства, почему и нет. Там же можно же массовый спорт привлечь. Да, это же Да. там и начинается же спорт. Да, И как да. раз сейчас то, что и глава государства поставил задачу по развитию малого спорта, это как раз же во Да, дворах. да, можно. Если сейчас мы там через год, через два эти площадки придут в негодность, нам придется заново там строить и так далее, пока там они, ну, то есть, хотя бы последние. Ну, я просто знаю, вот на моем округе, вот, в районе 8 улицы, там очень много было построено. Я там сам ходил за эти площадки, бился, можно сказать, и не хотелось бы, чтобы через 2-3 года там они потом были уже пустыми. Сейчас там летом очень много детей играет постоянно, там, ну, то есть это, ну, на самом деле дало эффект, и Хорошо, спорт развивается. спасибо. Поэтому надо бы как бы Посмотрим. подумать, чтобы это сохранить все это. Еще вопросы, коллеги? Сұрақтарыңыз бар ма? Зумда бар ма сұрақ? Зум платформадағы депутаттар. Жоқ. Ну, нет, пожелания. Эрлан коллеги. Эмирович. Ага. Ну, коллеги, вот как сейчас отметили наши коллеги, депутаты, эффективность и целесообразность проекта налицо, это однозначно, да. Во-первых, это экономия бюджету, нагрузка, да, городскому снимается в большом объеме. Во-вторых, состояние самих объектов улучшается, потому что постоянный уход, текущий ремонт, косметический ремонт, это там. В-третьих, условия работников самих. Да, вот, ну, видно даже на лицо. Поэтому у меня здесь я хотел попросить, у нас Астана Инвест вообще здесь есть? Ага. Я хотел спросить, вы сопровождаете вообще вот проекты? Или вы вот заключили договор и передали вот уже функции Ирсину Гентебаевичу и госорганам, и на этом отстранились? Просто здесь какая ваша роль здесь в этом Во-первых, системе? да, Да. спасибо за вопрос, Угу. спасибо за приглашение. Ну, компания Астана Инвест работает в 3 направлениях. В первую очередь наша задача – это привлечение инвестиций и сопровождение инвестпроектов. На сегодняшний день порядка 67 проектов у нас реализуется. Основная часть – это образовательные проекты и, конечно, спортивные проекты тоже имеются, а также медицинские и промышленные. Второе направление – это у нас туризм. В прошлом году у нас была проведена в акимате оптимизация, и к нам присоединили компанию Астана Convention, которая занималась продвижением бренда города, также привлечением туристов и созданием благоприятных условий для туристов. И третье направление у нас ГЧП. Ну, роль ГЧП в качестве... Мы работаем с управлениями в качестве консультантов. В области ГЧП у нас есть специальный департамент Центра развития ГЧП. До сегодняшнего дня нами было сопровождено около 11 проектов. Из них на сегодняшний день реализовано 4 проекта. Здесь надо отметить, что инициирование проектов ГЧП происходит 2 методами. Первый – это отраслевое управление инициирует реализацию ГЧП проектов, а второе – это новое направление частной финансовой инициативы. Если брать все 100% всех проектов, которые были инициированы, 73 приходится на частные финансовые инициативы. В рамках частной финансовой инициативы мы, к сожалению, не имеем права работать. Мы можем только сопровождать проекты, которые были инициированы государственными органами.
4 проекта, которые были реализованы из 11, которые мы сопровождали, это в первую очередь детский сад Бүлдіршін, это вот на Манглякель, на сегодняшний день он завершен. Проект Сергек, мы тоже его сопровождали. В прошлом году был реализован также проект по передаче в доверительное управление с последующим выкупом гуманитарного колледжа. И, конечно же, вот последний проект, который мы сопровождали, это Казахстан, спорткомплекс. В целом, помимо того, что мы просто сопровождаем эти проекты, мы в первую очередь там определяем, насколько эти проекты являются проектами ГЧП. Есть определенный перечень объектов, которые не могут быть переданы ГЧП. А также мы готовим соответствующую конкурсную документацию, квалификационные требования и помогаем в составлении договоров КЧП. И чтобы они соответствовали, соответственно, законам и методикам. То, что касается в целом... Извините, то, что вот ты имел в виду, вы сопровождаете после заключения договора, вот сейчас на 5 лет, например, передали на доверительное управление, дальше сопровождаете? Нет, по закону мы не сопровождаем. То есть уже на этапе заключения договора... Дальше уже госорган. Дальше госорган сам мониторит эти проекты. Здесь, Ерлан Ильич, доверительное управление, оно в двух законах указывается. Одно в рамках закона ГЧП, и у него свои требования и свое направление. И в законе о госимуществе. Мы сейчас наши объекты передаем в рамках закона о госимуществе. Да. То есть вы на стадии, вот договор заключили, на этом ваша функция заканчивается. Да. Все понятно. Да, в данном случае вот, договоры, они в основном идут через государственную... Все понятно. И второй вопрос у меня не к вам. Ну, к Астана Авеню менеджменту вопросов нет. Мы все вопросы обсудили. У меня вопрос к нашим госорганам. Вот, механизм возмещения вот, в рамках ЧП проекта делает управление Ваше Язык, правильно же? Да. Нет, это сейчас просто вопрос такой задаю в целом, да. Но одновременно еще идет бюджетные выплаты за счет аренды от других управлений наших, вот, спорта, культуры, да, на секции те же, на ДЮСШ и так далее, да. Нельзя ли нам сделать одного администратора бюджетных программ по данному проекту, чтобы не было двойной выплаты? Получается, у вас вот идет выплата по возмещению, потом от них идет арендная плата. Это же один бюджет, в конце концов. Да. Просто вопрос в чем? Если было бы, например, этой функции у спорта, если было бы по спортивным объектам, я условно говорю, они бы за вычетом своих расходов на аренду этих помещений убрали бы от компенсируемой суммы, возмещаемой суммы, то есть, и остальное выплатили бы. То есть получается, от вас идет оплата, от них идет оплата, то есть как-то немножко вот это вот вопрос хотел поднять в целом. Как вообще думаете? Правильно было бы, да, так? Вообще, в соответствии с договором, доверительный управляющий обязан предоставлять скидки нашим детским и юношеским спортивным школам. Сейчас сіздің айтқаныңыз өте дұрыс. Енді ол спорт саласы болған кейін ол спортта мамандырылған арнайы мемлекеттік мекеме жұмыс жасау керек қой. Бірақ бұл мәселеде енді жаңағы бізге қалай өткен жаңа Мәлік Темірғалиұлы айтып берді. Қазір мысалы мәдени объектілерді мысалы қазір веню менеджмент алып іске асырайын деп отыр. Ол жерде мысалы мәдениет басқармасымен көп келіспеушіліктер туындайды. Мүмкін бұл жерде енді қазір бізге мына үш объектіні AVM басқарып отыр. Я думаю, нам придется и культурные объекты себе взять. Тогда мы и культурные объекты берем, и там тоже будем возмещать. Ну, просто, конечно, правильно. Если это спорт, должен спорт заниматься. Всем. Процедурно, комиссионно, решение приняли, отдали. Да? Безусловно, так должно быть. Но со стороны вот коллеги озвучивают постоянно разные причины, объективные. Нехватка штатных сотрудников. Это тоже проблемные вопросы есть. С управлением культуры. Да, у нас тоже это все, да, ол да мәселе бар. Культура бойынша қазір тағы да келіспеушіліктер көп. Культура инициирует, заберите себе. Ну, ладно, заберем.
заберем тогда и будем делать тезис. Айтқаныңыз бәрі дұрыс. Можно здесь вот я буквально ремарку, да, хотел бы. А если мы сейчас не получится так, что если, допустим, вот спорт будет или там культура будет сама там платить за и посещение там, да, и за содержание, так понимаю, да, вопрос. Не получится так, что потом, ну, вот здесь это сейчас вот у нас, получается, с одной стороны контролирует управление коммунального имущества, то есть они как, это же объекты все, они остаются в коммунальной собственности, просто переданы в доверительное управление, они, соответственно, требуют с них, то есть у них есть договор, они требуют там определенные содержания, соблюдения условий, и спорт, он просто является как бы арендатором, да, там, ну или культура там, и они, соответственно, со своей стороны контролируют также объекты, то есть смотрят там, соответствует ли он всем тем спортивным нормативам. То есть у нас идет с одной стороны здесь у города двойной контроль за управляющей компанией. Если же сейчас же этим будет заниматься только, допустим, управление спорта или управление культуры по своим объектам, то тогда тут уже будет какой-то определенный конфликт интересов, и, ну, то есть не сможет, мне кажется, управление спорта правильно следить за состоянием именно коммунального имущества. То есть здесь вот моменты же, допустим, вот через данное управление же вопрос решается там, не только там с арендой, где же и вопрос там, допустим, тех же самых, не знаю, подключения к тепломагистрали и так далее. То есть, ну, у нас тогда есть два конкретных управления, которые отвечают за сохранность этих объектов. Вот, мне кажется, наоборот, сейчас вот сегодняшняя модель, она правильная. Ну, как мне так. Здесь, когда мы это обсуждали. Здесь может быть и своя фишка, да, тоже есть, да, но я вопрос не в том, что их убрать вообще. Не про это вопрос говорю, чтобы госимущество. Они пусть контрольным органом остаются, как за объектом коммунальной, городской собственности. Никаких вопросов нету. Это их прямая обязанность, согласно их компетенции. Когда создавали, положение написано. Но когда они оплачивают, возмещают, вопрос же в этом же. А возмещать же может и администратор программ. То есть, чтобы 2 раза не платить, вот то, что вот арендные сумму возмещения убрали, и 1 раз оплатили. Все. Сейчас, получается, они возмещают часть, потом еще аренду оплачивают. Это же разные виды расходов же. Ну, я понимаю, бюджет один. Ну, там, может быть, да. У нас фактически вот у АВМ сейчас будет примерно такая же ситуация. Я хотел вот здесь пояснить. Получается, на данный момент, вот то, что сказал Ерсин Киджибаевич, Управление культуры совместно с управлением активов инициирует передачу 3 объектов культуры на баланс управления активов. Потому что, смотрите, мы вот на протяжении месяца, то есть мы начали свою деятельность, мы на протяжении месяца сейчас ведем именно вот разработку правил возмещения, потому что, то есть, допустим, у управления активов этот опыт есть. И сейчас, видя очень много камней подводных, управление культуры понимает, с чем столкнулись, и они выступили инициатором передачи объектов. Но речь идет возмещение только коммунальных расходов. Это условно свет, вода. Теперь у нас, вот смотрите, у нас такая же ситуация возникнет. Мы ДЮСШ номер 1 приглашаем и сдаем им, но они к нам эти деньги заходят как доход. То есть фактически ДЮСШ, оно раньше платило это частнику. Они платили это частнику, а сейчас мы их наоборот говорим, вот же госимущество, а мы 100% государственная компания. Мы за эти деньги внутри компаниям там, поднимем свои зарплаты. То есть имеется в виду, что это не двойное финансирование. Я вот здесь хочу депутатам сказать, давайте, может быть, отдельно комиссию с экономистами, финансистами соберем. Это не двойное финансирование. Это первая часть расходов, это возмещаемые услуги согласно доверительному управлению, коммунальные, то есть только коммунальные, которые идут на обслуживание здания. Потому что у нас сейчас вот этот вопрос на комиссии тоже встает. И мы сейчас хотим, чтобы, вот мы предлагаем сформировать, то есть некую комиссию, в том числе, которая уже входит, для того, чтобы, то есть поняли, что фактически, вот если бы мы ДЮСШ сейчас не привели, они бы платили также частникам, и цена была бы в 2 раза выше. А мы им даем, во-первых, лучшие условия, мы государственную территорию, мы ее закрываем своими, получается, то есть своими же, получается, подведомственными организациями, но это не может считаться двойным финансированием, потому что, то есть, если Дворец независимости там 1 000 000 тенге в месяц за свет намотал, то мы не должны из-за этого сдать зал бесплатно, потому что нам управление активов заплатило. Мы же с этих денег административные расходы. Да.
подходы, я согласен. Но бюджет же один же. Вопрос не в этом. Я же не говорю, что двойное финансирование, Да. что вы У нас- два раза доход получаете за счет возмещения и Да. отдельно. Это я про Извините, это у не нас говорю. просто Да. так, нам так уже говорят на комиссии, поэтому Ага. члены общественного совета. Поэтому здесь может быть вместе встретиться и то Давайте, есть давайте. показать именно, то есть отдельные Спасибо. рабочие группы. Спасибо, мы поняли. У меня Самат Серикханулы, можно вам вопрос? Я вот по тренировочному залу паралимпийскому. В прошлом году я уже несколько раз этот центр посещала, когда этот проект еще предыдущему Созову вы презентовали, было много вопросов. Говорили о больших цифрах, 24 тысячи инвалидов, 6 тысяч детей у нас инвалидов. Да? В результате сейчас, вот, во-первых, хотелось бы от вас узнать итоги прошлого сезона, как вообще там дети занимались, ведь это инклюзия, это раз мы выделили деньги, там 3,2 миллиарда тенге на 10 лет, большая это маленькая сумма, говорилось о всех детях-инвалидах, то есть мы говорили конкретно, Паралимпийский центр, каких детей может взять. Сегодня я получила информацию определенную, которая есть, сколько детей там посещают, всего детей от 0 до 18 лет, их 6 тысяч инвалидов, посещают всего 209 детей. Много ли? Это мало? Это объем, который может паралимпийский, или у них возможности больше? И все-таки, раз это центр, да, мы же должны его позиционировать дальше, как это дети занимаются, какие у них успехи есть, какие достижения есть, чтобы мы могли это показать. То есть должен быть эффект от этого центра. Вы сейчас только что сказали, что мы будем продолжать, а в результате проанализировать именно эффективность работы данного центра мы не смогли. Поэтому у меня большая просьба к вам, пожалуйста, есть какая-то определенная оценка эффективности, именно хотите, включите там депутатов, маслихатов, проведите прям комиссионно эту оценку, чтобы мы могли понять и чтобы действительно люди могли узнать, что в этом центре дети от 0 до 18 лет действительно получают помощь. Вот здесь написано, что спортивных врачей всего 2, медицинских сестер всего 3. Достаточно ли для детей, которые занимаются серьезным спортом, этого количества врачей? То есть в целом расписано, как работает Паралимпийский центр по времени, то есть по часам. Можно сказать, что ваш центр открыт с утра до вечера, но какие дети туда ходят? Из 209 детей сколько месяцев каждый ребенок посещал? Ведь это особенные дети. Какой у них подход? Лично я сама посещала этот центр, и я не увидела, чтобы это все было адаптировано для детей, для таких именно детей. Начиная даже от спортивных врачей и заканчивая врачей, я там вообще не видела. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы, раз такой проект очень важный, хороший есть, чтобы вы дали эту оценку официально. Спасибо. Я извиняюсь, подтверждение ваших слов. Действительно, там, ну, это я их называю все время, я уже повторюсь, но я их называю, это люди с безгранично добрым сердцем, да, но там в основном занимаются это паралимпийцы, то есть те профессиональные, можно так сказать, которые готовятся на Паралимпийские игры. К сожалению, в мой адрес поступает очень много вопросов детей, ну, инвалидов нельзя так говорить, но детей, особенно детей, к сожалению, там очень мало и мало. Во-первых, это, надо признать, логистика. У нас, как я вам говорил, инфотакси и так далее, теплые остановки. Дети не все туда ездят, это надо признать. Поэтому, конечно, к ним надо особый подход. Я действительно, подтверждение ваших слов, пожалуйста, действительно возьмите на это. Спасибо. Есть еще, уважаемые депутаты, вопросы? Zoom платформасында депутаттарда сұрақ болмаса, онда құрметті депутаттар, осы сұрақ бойынша қалаулы қабылдауымыз қажет. Қаулы жобасы сіздерде бар. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Ескертулер мен ұсыныстарды есепке ала отырып, қаулы жобасын негізге алып пысықтау ұсынылып отыр. Қарсылықтарыңыз бар ма? Онда қабылданды. Құрметті депутаттар және шақырылғандар, тұрақты комиссияның отырысына шығарылған мәселе қаралды. Отырысты өткізу бойынша ескертулеріңіз бар ма? Рахмет. Қатысқандарыңыз үшін рахмет.